Более 1000 спортсменов в составе региональных сборных команд из 59 субъектов России состязались в Уфе, оспаривая лидерство друг друга. Новичков там не было. Съехались на место проведения турнира самые титулованные, среди которых был и представитель спортивного клуба «Войнах» Ибрагим Баркинхоев. У борца за спиной 2 золота на чемпионатах СКФО и лидерство на чемпионате России. Годы усердных тренировок и колоссальный опыт. Его он и продемонстрировал всем троим своим соперникам. Первенство России для меня, если честно сказать, прошло очень легко, потому что к этим соревнованиям я отношусь очень серьезно. Проделал очень тяжелый путь, чтобы подготовиться к этим соревнованиям, и по воле Всевышнего удалось мне первым стать. Морально я готов был и физически, полностью я готов был к этим соревнованиям. Хамзат Аушев меня очень сильно смотивировал, подготовил меня. Это ваш тренер? Да, мой тренер по ММА. На ковер выходит еще один талантливейший представитель спортивного клуба «Инкфайтер» Сулим Магомадов. Чемпион республики СКФО и России, обладатель золотой медали и по комплексному единоборству республики. Завоевал Кубок России по версии К1. Железная хватка и отточенная техника позволили нашему файтеру добыть победу на первенстве страны по панкратиону. Алхамдулилlah, мне удалось взять золото. Причем первое золото 18-19. Классический контакт в Ингушетии. Готовился очень серьезно. Знал, что там будут очень хорошие соперники. В первом бою я дрался с представителем Самарской области. Досрочно выиграл нокаутом. А в финале встретился с представителем Дагестана. Его тоже нокаутом досрочно выиграл. Оттачивают свое мастерство и работают над ошибками и бойцы спортивного клуба «Эскар». Первый поединок. Чохлын ягансыз. Первый легко бодряш. Борьба хожуаз. Первый, масса 4-5 год говорится. Второй бодряш. Проходит шахватсик. Проход хейтесик нормально. Зудик бог бежор. Третий ищется следующий. Так, четвертый бой. За третьего это все. За третьего боя хавар. Первый бой досрочный, а второй чуть-чуть не хватило в финале. Ингушетию представила сборная из 20 спортсменов, прошедших республиканские и окружные отборочные соревнования по панкратиону. По итогам 3 дней всероссийского первенства ингушские борцы заняли 6 первых, 2 вторых и 6 третьих призовых мест. Для Республики Ингушетия, с учетом нашего, скажем так, стажа вовлеченности в спортивную борьбу панкратион, и особенно учитывая постоянно растущий из года в год конкурентный уровень противостояния команд и пределов округа, пределов всей России, это очень хороший результат. Я считаю его даже без лишних слов потрясающим результатом. Со слов вице-президента Федерации спортивной борьбы Республики Ингушетия Апти Эндиева, первенство собрало лучших представителей ведущих школ панкратиона со всех уголков нашей страны. Поэтому поединки бойцов каждой весовой категории носили принципиально жесткий, динамичный и зрелищный характер. В целом команда заняли, если я не ошибаюсь, 9-е общекомандное место в России. Но для справочки скажу, какие-то 4-5 лет назад об Ингушетии никто не слышал. Начнем с этого. Сегодня мы уже однозначно лидеры, конкурируем с таким, скажем так, спортивным монстром, как Дагестан. Дагестан участвовал на этом первенстве командой в составе, если я не ошибаюсь, количество до 60 человек, из которых у них 27 человек стали призерами, из которых 13, соответственно, стали первыми. У нас, соответственно, участвовало 20 человек, 14 человек стали призерами. Коэффициент, скажем так, успеха у нас выше. Это говорит о перспективе. Это говорит о том, что идет работа серьезная. Один из серьезнейших представителей спортивного клуба «Эскар» Амир Галаев уже отобрался на участие в чемпионате России в Казани, но перед этим пройдет сборные тренировки в Дагестане. Я 2 раза выиграл всероссийский турнир по кикбоксингу, всероссийский турнир по панкратиону, по боевому самбо, а так на различные турниры разъезжал много раз. В первую очередь я бы хотел поблагодарить своего тренера Хадзиева Назира Мухаджировича. Он много сил и времени тратит на нас, на подготовку, чтобы мы были результативными. И также я хотел поблагодарить своего старшего брата Галаева Алберта Асхабовича. Он помогает мне в финансовом вопросе и во всем. Благодаря ему я добился многим результатам. Всегда поддерживает меня.
Сегодня в Фоке Яндари, на базе которого располагается спортивный клуб «Эскор», проводит объединенную тренировку с представителями других школ. С ребятами оттачивает свое мастерство и Амирхан Мержоев из Плиева, серебряный призер чемпионата России, который проходил в Санкт-Петербурге. Хобо Эрасович, финаль, еще что? Ходил дозу категории, малая. 84. Физик хамте энтерсун, все. 84, зангусу сейкович, не за хаматки, барыш. Успехи ингушских спортсменов – итог кропотливой работы Федерации спортивной борьбы и тренерского штаба, рассказывает руководитель спортивной школы «Чемпион» Яндари. У нас в сельском поселении около 13 секций. Это вольная борьба, здесь есть бокс, олимпийские практически все виды спорта у нас в сельском поселении есть. Хочется отметить, что очень хорошо выступают наши ребята как в регионе и за пределами нашего региона. И хочется поблагодарить тренеров, которые вкладывают в свое дело душу и способствуют продвижению нашего спорта. В целом они популяризируют наш спорт. Растущее лидерство наших спортсменов на всероссийских пьедесталах, как отмечают тренеры, в первую очередь заслуга самих ребят. Целеустремленные и дисциплинированные, они физически и морально настроены только на победу. Адам Мережков, Джамалел Султыгов, Новости 24.